Прокуратурой поддержано ходатайство органов следствия о заключении под стражу водителя, совершившего в пьяном виде смертельное ДТП и скрывшегося с места происшествия. Около 8 часов 2 февраля 2022 года на автодороге возле деревни Хучель Канашского района водитель автомобиля марки Hyundai i40 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение движущимся автомобилем марки Lada Kalina, в которой помимо водителя находились две пассажирки. В результате дорожно-транспортного происшествия одна из пассажирок встречного автомобиля скончалась на месте происшествия, а другая с телесными повреждениями была госпитализирована в больницу. Виновник аварии скрылся, но через некоторое время был установлен и задержан сотрудниками полиции. Предварительно установлено, что в момент аварии он находился в состоянии опьянения. При этом ранее он уже был осужден приговором суда за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения». По факту ДТП в отношении данного водителя правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с составлением места ДТП». В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Канашской межрайонной прокуратурой решение о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным, а также поддержано ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением суда виновник ДТП заключен под стражу на срок 2 месяца. Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха промышленным предприятием, возбужденное по материалам прокурорской проверки. Прокуратура Чувашской республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника одного из цехов публичного акционерного общества «Химпром». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы». По версии следствия, обвиняемый, осознавая, что оплата его труда напрямую зависит от выполнения плана производства готовой химической продукции и желая исполнить его в полном объеме, пренебрегая требованиями охраны окружающей среды, дал неправомерные указания подчиненным работникам о необходимости существенного увеличения объема производства и изменения технического регламента. При этом ему было достоверно известно, что указанные действия приведут к существенному увеличению выбросов хлора и пыли гипохлорита кальция в воздух и неэффективной работы очистных сооружений. В результате указанных действий в период со 2 июля 2020 года по 19 января 2021 года производство химической продукции в указанном цехе завода осуществлялось с нарушением установленных требований, что привело к существенному, вплоть до 9,8 раз, превышению предельно допустимой концентрации содержания вредных веществ в атмосфере на территории жилых зон города Новочебоксарска и Чебоксарского района, что зафиксировано проведенными измерениями. После утверждения обвинительного заключения материала уголовного дела направлены в Новочебоксарский городской суд Чувашской республики для рассмотрения по существу. Отмечаем, что уголовное дело возбуждено органами полиции на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой города Новочебоксарска. В последующем прокуратура передала расследование указанного уголовного дела в СК СКР по Чувашии. По требованию прокуратуры Янтиковского района заблокирован сайт, посвященный незаконной добыче водных ресурсов. В ходе мониторинга сети интернет браконьерский сайт обнаружили сотрудники прокуратуры Янтиковского района. На сайте была размещена информация об изготовлении и продаже запрещенных орудий электроудочек и о запрещенных способах ловли рыбы. Ресурс был доступен для неограниченного круга лиц, не требовал предварительной регистрации и пароля. Между тем, по законодательству России такие данные являются запрещенными к распространению, поскольку побуждают граждан к совершению незаконных деяний. В целях устранения нарушений прокуратурой в суд был направлен иск о блокировке указанного ресурса. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу будут приняты меры по реальной блокировке соответствующего интернет-контента.